Нужно быть человеком особенным, чтобы все вспоминали тебя только добрым, хорошим словом. Эдуард Байцаев, по словам друзей, и правда был неординарным. К нему шли за советом все, от мала до велика, потому что знали, он не только подскажет, но и в случае необходимости всегда подставит братское плечо. Он очень верующим был, совестливым человеком. Как командир я могу сказать, что он болел за каждого солдата, заступался за своих солдат. Он был очень коммуникабельным человеком и очень справедливым. Все делал по чести и совести. Человек по военной части был с опытом. Он с 2014 года уже участвовал в защите Донецка. Конечно, тяжело говорить сейчас уже о таком хорошем человеке. Ну, что поделать, жизнь. Война такая, что забирает самых лучших, самых храбрых. Никто о нем плохой не может сказать, потому что он был истинным сыном Осетии, истинным иронцем и на самом деле герой нашего времени, герой Отечества. Отважный, смелый, бесстрашный, самый светлый, добрый и отзывчивый. Так однополчане описывают Эдуарда Байцаева с позывным «Граф». Героически погибший в зоне СВО заместитель командира роты отдельной диверсионной штурмовой бригады имени Олега Мамиева Эдуард Байцаев был человеком скромным. Его харизма и постоянный позитив дарили окружающим чувство надежности. Он всегда был там, где сложнее всего. В первую очередь, что я могу сказать, это добрым. Он был наидобрейшим человеком. Я думаю, он не знал, что такое страх. Потому что вот у меня нога одна не работает, плохо там травмированная. И это единственный человек, который брал меня с собой на передок. То бишь не только за себя он там, но еще и за меня отвечал. Мой самый первый выход. Когда его не стало, у нас какое-то время вообще было какое-то состояние уныния, все не знали, что просто все, что делать и как дальше там быть, потому что он нас учил, он был нашим талисманом, он был нашим духом как-то. Я хотел сказать, что бывают командиры, которые отправляют своих солдат на подвиги. Бывают командиры, которые личным примером показывают, как эти подвиги совершать. И вот Граф был таким командиром. Эдуард Байцаев погиб при штурме населенного пункта Авдеевка. Несколько месяцев велись переговоры, в результате которых удалось вызволить и доставить на родину тела 7 бойцов. От имени моих боевых друзей, батальона горцев, ветеранов, от имени Союза ветеранов граждан Абхазии и Аэро приносим искреннее соболезнование семьи, братьям, родственникам, боевым товарищам, командирам. Как бы ни было трудно, с нашими боевыми командирами, друзьями, Вова, Дима здесь стоят, и всех перечислить не могу. Сделаем все возможное и невозможное, чтобы Эдуард вернулся домой, в свою землю. Низкий поклон воинам, павших в боях. Проститься с Эдуардом Байцаевым пришли, конечно, не только его родные и близкие. Люди нескончаемым потоком шли, чтобы в последний раз поклониться большому патриоту Осетии.